с нефтяными резервуарами, а ведь никто и не думал, что через пару недель пожарные вновь окажутся в тех же условиях, но с реальными пострадавшими. Это произошло утром 20 сентября. На пульт диспетчера поступил сигнал о возгорании на частной нефтебазе в Сунже. По предварительным данным, произошло замыкание проводки электрического насоса, при помощи которого работники проводили откачку топлива из цистерны. Возгорание произошло и непосредственно в насосной станции. Значит, моментально распространился очаг. Вот в этом сложность. И, значит, силы прибыли своевременно, но огонь был большого масштаба, но распространялся быстро. Поэтому, значит, получили непосредственно сотрудники большие ожоги. 7 единиц техники и 26 пожарных. Потушить огонь полностью удалось через 15 минут после приезда огнеборцев. На момент взрыва вблизи очага возгорания находились трое сотрудников частной нефтяной компании. Их впоследствии доставили в отделение реанимации Сунжинской районной больницы. Состояние пациентов на момент поступления было крайне тяжелым. Почти 90% термического ожога у двоих из них и 65% у третьего пострадавшего. За исключением некоторых участков, все остальное тело было поражено ожогами, то есть глубина 2-3 А степени достигала, глубина ожогов. При поступлении пострадавшие были в сознании и отвечали на вопросы медиков. Салман Аршхоев, Жанна Урусханова и Сергей Нинеев испытали ожоговый шок. Медикам пришлось привлечь к оказанию экстренной помощи и других специалистов. Убрали все нежизнеспособные ткани, обработали, вызвали медсестер, хирургического, травматологического отделения, обработали на месте перевязки, сделали. Подключили обезболивающие, инфузионная терапия. В дальнейшем двое из пациентов были переведены на искусственную вентиляцию легких, потому что там был ожог и дыхательных путей, отеки лица нарастали, то есть был риск. Без кожного покрова пострадавшие уязвимы, а потому риск летального исхода для них велик, объясняют медики. Как только их состояние стабилизировалось, по поручению главы республики был привлечен спецборд, благодаря которому пациентов на следующее утро транспортировали в Москву. Сейчас ими занимаются лучшие врачи ожогового отделения научно-исследовательского института имени Николая Склифосовского. Пока каких-либо прогнозов медики